Уважаемый Махмуд Алимов Шарипович, мы, члены Совета Тейпов, делегированные на сходах и собраниях своими тейпами, представляющими более 100 фамилий, с осени прошлого года боремся за отмену предательского и антинародного соглашения, заключенного Евкуров с главой Чеченской Республики в нарушении Конституции как Республики Ингушетии, так и Российской Федерации, в результате чего наша республика потеряла до 20% своей территории. Точные цифры до сих пор скрываются. Непрекращающиеся боли нашего народа от отторжения пригородного района и города Владикавказ Западной Ингушетии, колыбели ингушской культуры и истории, Евкуров добавил нам боль и на восточной стороне, создав новый очаг напряженности между братскими народами, что мы рассматриваем как очередную диверсию десантника. Не вдаваясь в предысторию всего противостояния ингушского народа с местной властью в лице Евкурова и его окружения, отметим, что виновниками этого противостояния является кучка национал-предателей, представленных в парламенте и правительстве, и незначительной, непринципиальной части духовенства, которые все вместе составляют менее 1% населения. Эти люди, именующие себя властью, пошли на беспрецедентные шаги, объявив войну своему народу. Впервые в истории нашего государства судились с ним в Конституционном суде России. Как результат, Евкуров полностью потерял доверие людей, вызывая у них лишь чувство отвращения и брезгливости. За период своего правления, обнаглевший и извращенный безнаказанностью и властью, этот человек лишил под себя духовенства, которое отказалось перед ним прогнуться. После чего отлучили от мусульманской общины и предали анафеме. Далее вояка постарался ликвидировать все неугодные ему общественные организации. Но и здесь его ждало фиаско. В этой непростой обстановке глава предпринял попытку внести изменения в Конституционном законе о референдуме Республики Ингушетия, попутно потеряв основной абзац этого закона, в результате чего 26 марта этого года люди вышли на митинг. В тот же день подали уведомление на его продление. К 18 часам митинг закончился, как и было предусмотрено регламентом, и люди разошлись, чтобы вновь вернуться на следующий день после согласования поданного уведомления. А на площади осталось ждать ответа от правительства порядка около 200 человек. Но утром 27 марта Евкуров во время утренней молитвы нагнал туда пришлых силовиков и попытался, используя спецсредства, разогнать людей, которые ни в чем не были виноваты и не нарушали закон, просто стояли и ждали, какой ответ им даст власть. В результате была спровоцирована незначительная потасовка, которую лидеры протестного движения пресекли и с трудом уговорили людей разойтись и уйти с площади, чему есть множество материалов, фото и видеофиксаций. Однако Евкуров, воспользовавшись своей властью во всеуслышание по национальному телевидению, отдал правоохранительным органам преступное указание арестовать всех лидеров и участников акции с последующим заведением уголовных дел. В результате больше 3 десятков человек оказалось за решеткой. Среди них сегодняшние лидеры ингушского народа, председатель Совета Тейпов ингушского народа Малсик Ужахов, член Совета Тейпов ингушского народа, член Ингушского комитета национального единства Ахмед Барахоев, сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Муса Мальсагов, руководитель общественной организации «Опора Ингушетии» Барах Чумурзиев и представители Координационного совета молодежи Багаудин Хаутиев, Исмаил Нальгиев, Хасан Качиев, также член Совета Тейпов ингушского народа Багаудин Микиев. Вместе с ними также патриоты нашего народа и всей нашей большой страны: Ажигов Адам Батырович, Аушев Аслан Исрапилович, Аушев Рашид Пикханович, Бадиев Адам Мусаевич, Бакоев Зелимхан Мустафаевич, Барахоев Ваха Муратович, Вышегуров Мустафа Магомедович, Гагиев Рамзан Курешевич, Зейтов Руслан Аслангиреевич, Добриев Абу Русланович, Дугиев Ибрагим Курешевич, Бужахоев Ибрагим Хусейнович, Нальгиев Ахмед Бесланович, Нальгиев Магомед Багаудинович, Аздоев Резван Курешевич, Азиев Тимур Мурадович, Асканов Амир Мухажирович, Плиев Муса Батырбекович, Томов Зелимхан Магомедович, Хамхоев Гилани Магомедович, Хамхоев Зубейр Алаудинович, Хамхоев Магомед Мусаевич. И последний, 21 июня задержан Аздоев Магомед. Все эти люди требовали лишь одного – не нарушать закон. Федеральный розыск объявлен второй сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Ахмед Барахоев.
вся вина которого в том, что он совместно с Барахом Чемурзиевым разоблачал коррупционные схемы нашей вороватой власти. Чего только стоит афера по трудоустройству 60-70 тысяч человек, которую Евкуров все так же бесцеремонно объяснил по телевидению, сославшись на произошедшую компьютерную ошибку. Махмуд Алимов Шарипович, вы как человек, долгое время стоявший на страже закона и надзиравший за его исполнением всеми ветвями власти, гражданами и организациями, как никто другой должны объективно разобраться в делах в отношении политзаключенных, сфабрикованных в угоду Евкурову на основании показаний никому неизвестных засекреченных свидетелей и заинтересованных лиц, игнорируя фото и видеоматериалы, которые невозможно изменить или подтасовать. Освобождение незаконно задержанных лиц будет первым и весомым шагом на пути реализации поставленной вам, Владимиром Владимировичем Путиным, задачи по консолидации общества Ингушетии. Этот шаг также будет способствовать восстановлению утраченного доверия к власти как региональной, так и федеральной. И, наконец, что мы можем сказать? Все-таки о вашем назначении мы все-таки встретили с большим воодушевлением, да что греха стоит, с радостью, в надежде, что наконец у нас восторжествует закон. А бесславно ушедший на свалку истории Евкуров навсегда останется в памяти народа как символ предательства и лицемерия. И также как образец, каким не должен быть руководитель, гражданин, да и просто человек. И да поможет нам Всевышний Аллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'ала ва баракатуху. حاكر ماكر